Международный мультимедийный пресс-центр «Спутник» проводит видеомост Сухум-Минск на тему «Абхазия-Беларусь. Активация сотрудничества в меняющемся мире». Как известно, буквально вчера прошла пресс-конференция президента Абхазии Аслана Георгиевича Джани. По итогам визита в Минск были озвучены различные направления взаимодействия, которые мы обсудим с нашими гостями в Сухуме и в Минске, которых я с удовольствием представлю. Это министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Батович Арденба и заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Вахтангович Тужба. Гостей в Минске представит мой коллега Виталий. Коллеги, приветствую вас из Минска, из мультимедийного центра «Спутник Беларусь». Мы рады вас видеть, связь наладилась, и думаю, что мы плодотворно сегодня поработаем. В свою очередь, я представляю участников в Минске. Это Олег Чесалов, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, Алексей Дермант, политолог, и еще один политолог Николай Сергеев. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, коллеги, рад вас приветствовать. Я так думаю, будет правильно начать с того, что как раз мы выше говорили о прошедшей пресс-конференции президента. Основным, наиболее важным тезисом, озвученным на этой пресс-конференции, это было формирование стратегического механизма консультаций Сухум, Москва, Минск. Инал Батович, что, на ваш взгляд, должен включить в себя этот механизм? Спасибо за вопрос. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Рад возможности нашего общения. Мы с теплотой вспоминаем наш последний визит в Минск. Нас очень тепло приняли, и мы были очень рады быть у вас в гостях. Что касается вашего вопроса, мы действительно, самое главное, наверное, что было в Минске, это, безусловно, встреча лидеров. Она была очень обстоятельной, она в закрытом формате длилась более 1,5 часов. Обсудили широкий круг вопросов и торгово-экономического характера, и, естественно, другие вопросы очень важные, в том числе вопросы геополитического характера, вопросы безопасности. Это был действительно широкий разговор. И с нашей стороны была озвучена действительно соответствующая идея постепенного формирования такого полноформатного трехстороннего механизма для обсуждения и решения очень многих вопросов. Конечно, с точки зрения Республики Абхазия, формирование такого механизма входит в наши национальные интересы и в реализацию наших национальных интересов. У нас очень много вопросов торгово-экономического, инвестиционного характера безопасности. Мы хотим укреплять нашу безопасность. Мы не хотим, чтобы над головами наших соотечественников летали боевые дроны, как это происходит в Карабахе. Поэтому, конечно, в наших интересах укрепление вопросов безопасности. Что касается торгово-экономических связей с Российской Федерацией, с Республикой Беларусь, это возможность для нас улучшения качества жизни наших граждан, создания рабочих мест. К сожалению, в Республике Абхазия не так много собственных ресурсов для того, чтобы стимулировать экономический рост, создавать рабочие места. Поэтому, конечно, одно из важнейших направлений для нас – это привлечение инвестиций. Поэтому постепенное формирование полноформатного трехстороннего механизма – это наша инициатива. Мы очень надеемся на то, что эта инициатива будет активно, поэтапно реализовываться. Конечно, надеемся на максимально высокий уровень представительства, максимально высокий уровень трехсторонних встреч. В ближайшее время будем вас информировать о развитии событий. Я надеюсь, что такие трехсторонние консультации будут очень активны. В принципе, они в каком-то виде уже происходят. Мы координируем нашу работу все вместе. Так что уверен в том, что такой стратегический механизм консультации Республика Абхазия, Республика Беларусь, Российская Федерация будет работать на благо наших народов. Спасибо. Продолжая тему консультаций между странами, также на пресс-конференции президента Абхазии была озвучена перспектива Минска
как переговорной площадки. Подобный тезис как можно расценивать и насколько этот переговорный формат был бы способен заменить Женевский переговорный процесс в новых реалиях? Я с вашего разрешения передам слово коллеге Ираклию Вахтанговичу. Со своей стороны могу сказать, что Женевская площадка все менее и менее может считаться нейтральной. Все меньше возможностей для обеспечения равных условий для всех участников переговорного процесса. Разумеется, для того, чтобы дискуссии перешли в другую локацию, должно быть согласие всех участников переговорного процесса, мы это понимаем. Мы выступаем на площадке дискуссии по Закавказью, по безопасности и стабильности командой вместе с нашими российскими, осетинскими братьями и друзьями, координируем нашу работу все вместе. И мы хотим, чтобы эта площадка была эффективна, мы хотим, чтобы она работала. И, на наш взгляд, Минск подтверждает уже давно свой статус столицы, где обсуждаются, рассматриваются очень серьезные дипломатические вопросы. И мы видим возможность для повышения эффективности этих дискуссий, если бы они проходили в Минске. Понимаем, что нужно согласование со всеми сторонами переговорного процесса. На сегодняшний день, Ираклий Вахтангович более подробно скажет, эффективность невысокая женевских дискуссий, и вообще интенсивность нашего диалога не очень высокая. С нами пытаются разговаривать на непонятном для нас языке, не равноправном. Мы участвуем в международных форматах, любых, как субъект международного права, равноправный субъект международного права, и принцип суверенного равенства государств никто не отменял. И мы вынуждены принимать меры по отношению к организаторам этих дискуссий, которые бы заставляли их уважать нашу позицию, и они постепенно это понимают и приходят к этому пониманию. И мы надеемся на то, что дискуссии, где бы они ни продолжались, будут эффективны. Самое главное – это целеполагание. У нас есть, как у нашего государства, Республики Абхазия, четкая и понятная цель. Нужно подписать соглашение о неприменении силы. И Александр Григорьевич Лукашенко, как президент Белоруссии, подчеркнул важность мирного сосуществования государств. Как же мы будем мирно жить, если у нас нет такого соглашения, если Грузия отказывается его подписывать? Поэтому мы надеемся на подписание соглашения, установление дипломатических отношений с Грузией и спокойную мирную жизнь. Ираклий Вахтангович, пожалуйста. Да, спасибо. Я тоже хотел бы поприветствовать всех участников сегодняшней онлайн-конференции и немного рассказать о единственном международном формате переговоров, в которых участвует Республика Абхазия. Речь идет о Женевских международных дискуссиях по стабильности и безопасности на Южном Кавказе, так они называются. Эти дискуссии проходят с октября 2008 года. Основные задачи этих дискуссий, которые отражены в 6 пунктах так называемого соглашения Медведева-Саркози, заключаются в необходимости обеспечения прочных гарантий для развития Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Этот механизм отражен в 6 пункте, в частности, соглашения Медведева-Саркози. К сожалению, с 2008 года мы ведем эти переговоры и вынуждены констатировать, что за эти годы нам не удалось достичь каких-либо успехов и продвинуться в решении этого основного ключевого вопроса. Проблема заключается в том, что, к сожалению, грузинская делегация категорически отказывается брать на себя международные обязательства по невозобновлению конфликта и неприменению силы в отношении Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Если говорить о текущем периоде, то за последний год, наверное, мы фактически этот процесс находится в таком замороженном состоянии. Из 4 запланированных встреч нам удалось провести лишь 1 в октябре прошлого года. Регулярно сроки проведения новых встреч сдвигаются, не по нашей инициативе, не по инициативе сопредседателей
этих дискуссий. Это происходит, эти решения принимаются в одностороннем порядке, к сожалению. Сейчас мы получили информацию от сопредседателей о том, что запланирована очередная встреча 4-5 апреля текущего года, но, к сожалению, у нас тоже нет уверенности относительно того, состоится ли эта встреча. Именно поэтому вот, руководитель нашего государства, президент Аслан Георгиевич Джания, выступил с такой инициативой, где было предложено использовать Республику Беларусь и Минск, в частности, для такой локации, где могут состояться эти переговоры. Мы исходим из того, что это, с нашей точки зрения, крайне полезная инициатива, и мы будем общаться с нашими партнерами для того, чтобы эта инициатива могла быть воплощена в жизнь и реализована. Но пока что отмечу, что процесс затянулся, и его перспективы достаточно туманны. Я хотел бы передать слово коллегам в Минск. Продолжая сказанное вами, президент Беларуси в ходе визита также говорил о том, что общение между Сухумом и Минском могут послужить миру между Абхазией и Грузией. Как общество Беларуси восприняло визит президента Абхазии, и, продолжая эту тему, как вы оцениваете возможности Минска в качестве переговорной площадки? Спасибо, коллеги. Ну, давайте я предлагаю начать с Николая Максимовича, и потом, соответственно, на эту тему подискутировать остальным коллегам. Пожалуйста. Ну, добрый день, коллеги. Что касается белорусского общества, то за все общество, конечно, отвечать не могу, но, по крайней мере, в экспертном сообществе этот визит встречен положительно. Почему? Потому что процесс этот затянулся уже давно. Значит, мы знаем, что стоял вопрос о признании Абхазии со стороны Республики Беларусь. Я думаю, что это будет один из таких шагов в этом направлении. Это с одной стороны. С другой стороны, хотел бы, как политолог, так как официальные лица не всегда могут высказать, есть определенная позиция государства, я могу более свободно говорить. Я хотел бы сказать, что вот мы отметили буквально недавно столетие со дня образования СССР, а, как известно, Абхазия, тогда Советская Социалистическая Республика Абхазия, значит, является, в рамках тогда Закавказской Федерации, являлась соучредителем Советского Союза. Поэтому я думаю, что надо ставить такую перспективу, чтобы со временем, значит, Абхазия, как суверенное государство, значит, могла войти в состав союзного государства Беларуси и России. Потому что сейчас, я думаю, коллеги об этом еще скажут, мы видим, что происходит процесс изменения мироустройства. Вот, и Российская Федерация и Республика Беларусь всегда выступали и выступают за многополярный мир. Вот, и поэтому я думаю, что надо наметить такую важнейшую задачу перспективную для того, чтобы, значит, Абхазия и Южная Осетия, собственно говоря, вошли в состав союзного государства. Это было бы очень правильно с нашей точки зрения. Что касается переговорной площадки в Женеве, то я думаю, что все мы убедились, что Запад играет только в свою пользу, в пользу своих сателлитов, и поэтому думаю, что Минск, это было очень справедливо, и я думаю, и плодотворно, если Минск станет такой площадкой. Вот, спасибо, вот, так сказать, мое мнение. Спасибо. Алексей Валерьевич, пожалуйста, вам слово. Я хотел бы поприветствовать, безусловно, руководство МИД Республики Абхазия. Очень интересная позиция была изложена. И, конечно, она здесь находит в Минске понимание. Почему? Потому что стратегически сейчас Минск заинтересован в том, чтобы проблемы, связанные с разрешением конфликтов, с безопасностью, решались все-таки внутри евразийском формате, без участия западоцентричных организаций, поскольку мы видим, как такие организации, как ОБСЕ или форматы, часто навязанные Западом, они работают против субъектов, против суверенитетов наших государств. И в этом смысле вот то, что сейчас предлагает абхазская сторона, стратегические консультации, возможное привлечение Грузии
к переговорам на Минской площадке, это то, что отвечает нашей стратегической задаче, то есть переформатирование архитектуры институтов, которые занимаются вопросами безопасности и разрешением конфликтов, на более актуальный. А актуальный — это значит с участием именно внутренних субъектов. Это первый тезис. Второй тезис. Да, я тоже внимательно прослушал пресс-конференцию господина президента Аслана Абжания и заметил для себя, этот вопрос о союзном государстве прозвучал. Не скажу, что он, скажем так, является актуальным сейчас в Беларуси, да, что он горячо обсуждается, но тем не менее он перспективен, потому что, на мой взгляд, рано или поздно к союзной повестке нам нужно будет вернуться в новом формате, то есть с участием новых субъектов. И, конечно, Республика Абхазия здесь должна иметь, безусловно, свой голос. Но прежде чем это произойдет, мне кажется, экспертное сообщество, и белорусское, и российское, и абхазское, должно выработать некое общее видение. Как мы видим интеграционные форматы, на что делать акценты прежде всего, как мы видим будущий союз. Это все нужно обсуждать, чтобы наши народы понимали повестку, и это не было для них каким-то сюрпризом. То есть нужен процесс коммуникации и консультаций, да, конечно, высшего политического руководства, без этого нельзя, но и экспертного сообщества, которое так или иначе влияет на принятие решений и выработку информационной повестки. И третий мой тезис, конечно же, есть большая лакуна в наших торгово-экономических отношениях. В связи с санкционным режимом против Республики Беларусь, против России, мы просто обязаны искать партнеров, дружественных партнеров, союзных. И, конечно, многие вещи, которые раньше казались неактуальными, продукция, допустим, сельскохозяйственная из Абхазии, усиление турпотока из Республики Беларусь в Республику Абхазия, они сейчас становятся крайне актуальными и важными. Здесь нужно уже подключать к этим консультациям, конечно, и государственные органы, но и представителей бизнеса, которые, мне кажется, будут драйвером этого процесса. Вот для начала 3 таких тезиса. Спасибо. Алексей Валерьевич, спасибо. Пожалуйста, Олег Юрьевич, вам слово. Приветствую руководство МИД Абхазии. Ну, в общем-то, тут особо добавлять нечего, но скажу такие слова, что нет ничего важнее мира и нет ничего страшнее войны. Беларусь имеет большой опыт проведения площадок подобных. Вот, вся наша политика, и это прописано в Конституции Республики Беларусь, направлены на поддержание мира. И мы видим, когда в сегодняшний момент мироустройство все потихонечку милитаризируется, переходит все больше и больше нагнетания к военным действиям. Необходимо прилагать максимум усилий для того, чтобы находить возможности все-таки договариваться. Поэтому совершенно верно, надо начинать с консультационных советов, и в принципе переход и организация такой площадки на базе Минска — это очень реально и перспективно. Спасибо. Спасибо, Олег Юрьевич. Я хотел бы адресовать вопрос нашим коллегам в Сухуми. Вот наш президент всегда говорит, что в любом случае базой для сотрудничества является все-таки экономика. И я хотел бы, чтобы вот наши коллеги немножко рассказали то, что затронул Алексей Валерьевич, вопрос экономического сотрудничества и торгового взаимодействия, то есть где есть какие-то потенциалы, которые пока еще не реализованы, и которые вы видите для себя. Спасибо. Да, я прежде всего хотел бы поблагодарить коллег за, насколько я услышал, поддержку установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы поддерживаем установление дипломатических отношений с Республикой Беларусь и создаем для этого все необходимые условия. Прежде всего в сфере торгово-экономической. Это абсолютно логично, это мировая практика, и вся мировая история дает ясное представление о том, что страны должно что-то связывать, страны должны быть заинтересованы друг в друге.
помимо человеческих связей, помимо гуманитарных связей, которые, безусловно, существуют между нашими странами. Поэтому этот фундамент создается сегодня, и мы надеемся на то, что это произойдет в правильный момент, в правильное время. Вы отметили правильно историю нашей государственности. Вы сказали про советский период, абсолютно справедливо, но история государственности Абхазии уходит вглубь веков. Абхазское царство было основано в VIII веке. К слову сказать, в то время не было централизованного грузинского государства. Мы действительно в 22 году были равноправным субъектом Советского Союза. Мы с вами были в составе одного единого государства вместе с белорусами. Отмечу, что с 22 по 31 год мы оставались в этом статусе. В 31 году решением Иосифа Виссарионовича и его соратников, тоже грузинского происхождения, мы нелегитимным образом наш статус понизили до статуса автономии в составе Грузинской Советской Социалистической Республики. Мы все это знаем, нашу историю мы знаем, однако же подчеркну, что мы были равноправным субъектом Советского Союза вместе и наравне с вами. При этом в этот период, с 22 по 31 год, скажем, Киргизия была автономным округом, Казахстан был автономной областью в составе Советской России. Сегодня суверенитет этих государств не подвергается сомнению, и мы, конечно, видим определенную несправедливость во всем, что сегодня происходит, и наш народ чувствует эту несправедливость. Поэтому мы будем сражаться за восстановление исторической справедливости. И надеемся в вашем лице увидеть наших соратников и друзей в этом благородном деле. Что касается, вы сказали про союзное государство, сейчас я уже перейду к вопросу по экономике. Значит, союзное государство мы видим, прежде всего, у нас много в республике разговоров на эту тему. Я бы хотел, если позволите, пояснить, что союзное государство – это прежде всего экономика и безопасность. Это как раз то, что сегодня происходит между Россией и Белоруссией. Никакого ущемления национального суверенитета мы не видим, и слава богу, его и не будет, мы уверены. И любое интеграционное объединение развивается на принципе суверенного равенства государств. Это фундаментальный принцип международных отношений. Никто ничей суверенитет не ущемляет. И субъекты союзного государства – это равноправные субъекты международных отношений. Вот я хотел бы это подчеркнуть. И мы активно следим за тем, как развивается союзное государство, как развиваются 28 союзных программ в самых разных сферах взаимодействия. Это эффективная, качественная работа, и, естественно, она вызывает большой интерес у нас. Разумеется, мы в нашей республике проводим широкие общественные консультации, прежде чем принимать какие-то решения. Пока мы находимся на стадии интеллектуальной разработки участия Абхазии в различных интеграционных объединениях. Кстати, соответствующее положение записано в соглашении между Абхазией и Россией от 2014 года. Записано, что Российская Федерация оказывает содействие в полноценном, полноформатном участии Абхазии в интеграционных объединениях. Поэтому мы вместе с МИДом России на системной ежедневной основе работаем над этим. Вопрос был ваш про торгово-экономические связи. Этот вопрос действительно обсуждался в качестве одного из ключевых вопросов. Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул важность запуска аэропорта, международного аэропорта Сухум. Эта работа ведется активным образом. Глава нашего государства каждый день занимается решением этого вопроса, очень переживает и вкладывает свою душу в то, чтобы это получилось. Я убежден в том, что этот вопрос будет решен, причем в недалекой перспективе. Кроме того, мы обсуждали вопросы, связанные с торгово-экономическими контактами, и мы были в хорошем смысле слова удивлены тем темпом создания торгового дома, который мы продемонстрировали. Его оперативно зарегистрировали уже в январе текущего года, совсем недавно, но очень быстро. И уже пойдут подписания соответствующих соглашений по поставкам вина в вашу республику, абхазской воды, лимонадов, коньяка абхазского производства. И все результаты нашей работы
соответствующих отраслей экономики мы будем стараться экспортировать. При этом очень много товарных позиций из Белоруссии. Ваша продукция отменного качества. Мы знаем, что у вас функционируют до сих пор советские ГОСТы, и это сказывается на качестве вашей продукции. Она действительно очень высокого качества. Это и молочная продукция, и самый широкий круг других товаров. И отдельно, помимо торгово-экономических связей, мы обсуждали инвестиционные связи в том числе. И российские предприниматели, и белорусские уделяют серьезное внимание перспективам развития, скажем, туристической отрасли в Абхазии. И вот мы прорабатываем большой серьезный проект в Чемчирском районе Республики Абхазия. Это Восточная Абхазия. Это 15-20 минут от аэропорта расстояние. Село Кындых, как по-абхазски, по-русски, как Киндги, да, получается? Или Кындых. Вот, поэтому это хорошая площадка для создания рабочих мест в Республике Абхазия. Конечно, для нас это самая главная цель — создание рабочих мест, ну и, конечно, создание благоприятных условий для того, чтобы принимать уважаемых наших гостей. Поэтому весь этот комплекс вопросов и наших проектов, на наш взгляд, формирует фундамент наших будущих отношений. Мы очень надеемся на то, что все будет проходить динамично, качественно, согласованно. Мы будем стараться максимально эффективно выполнять наши договоренности. Спасибо. Ираклий Вахтангович, вот, Инал Батович только что отметил, да, движение туристических потоков. Здесь есть заинтересованность в туристическом потоке, насколько я понимаю, в обе стороны, да, и не все граждане Абхазии, которые имеют двойное гражданство, да, и обладают паспортами Российской Федерации на сегодняшний день, есть граждане, которые обладают только гражданством Республики Абхазии. Вот в этой связи, как нам известно, да, чтобы вот увеличить поток, Аслан Джане увеличил срок пребывания граждан Беларуси в Абхазии до 30 дней, то есть смягчил, да, режим пребывания. Как вы считаете, возможно ли признание абхазских паспортов со стороны Беларуси, хотя бы на первом этапе, как это практикуется с Кипром, как документ для передвижения? Да, спасибо. Это очень такой интересный, важный для нас вопрос. На самом деле, вы знаете, что в Абхазии допускается наличие второго гражданства. Речь идет о российском гражданстве. Буквально недавно было подписано и ратифицировано соответствующее соглашение с Российской Федерацией. И большая часть наших граждан обладает вторым гражданством Российской Федерации. Но есть категория людей, по нашим оценкам это порядка 30%, которые в наличии у которых только исключительно абхазские документы. И, конечно, в этом смысле существует проблема, связанная с передвижением для наших людей. Поэтому, конечно, мы надеемся на то, что белорусская сторона в перспективе может принять такое решение. Здесь, с нашей точки зрения, необходимо наличие политической воли с обеих сторон, и подобного рода решение будет способствовать не только привлечению туристов и взаимному общению между нашими странами и нашими народами, но это также может способствовать увеличению торгового взаимодействия между нашими странами, укреплению связи между бизнес-сообществами наших двух стран. Я могу сказать, что мы могли бы пойти даже дальше и речь вести не только о признании паспортов как документов для передвижения, тем более, что в международной практике такие примеры уже существуют. Вы упомянули Северный Кипр, здесь можно также вспомнить и Косово, и Тайвань, то есть это те страны, которые, в принципе, обладают частичным признанием, но при этом их документы принимаются в качестве документов, которые позволяют передвигаться по миру. Поэтому такая практика может быть использована и в отношении наших абхазских национальных паспортов. Но если говорить о развитии торговли и бизнеса, то мне кажется, то тут нужно
идти дальше и говорить о необходимости признания других документов жизненного цикла и, например, таможенных документов или же сертификатов происхождения товаров. Без этого, в принципе, будет крайне сложно организовать торговлю и ведение бизнеса между нашими странами. Но, повторюсь, мы с позитивом смотрим на перспективы развития взаимоотношений между нашими странами и надеемся, что в ближайшее время такие решения будут приняты, которые будут способствовать укреплению наших взаимоотношений. Спасибо. Я передаю слово в Минск. Ваше отношение к тому, что озвучили уважаемые гости. То есть мы говорим сейчас об экономическом взаимодействии, но оно подразумевает признание определенного документа оборота. Как вы видите на данном этапе, как это может происходить? Спасибо, Инал. Я еще бы, прежде чем мы перейдем к ответам на ваш вопрос, я хотел бы еще один вопрос поднять. Вот вы затронули вопрос документов со стороны граждан Абхазии, а я хотел бы затронуть вопрос документов со стороны белорусских граждан, потому что не секрет, что туристические потоки со стороны Беларуси в Абхазию препятствуют или, скажем, приостанавливают то обстоятельство, что после посещения Абхазии белорусские граждане не могут посещать Грузию на легальных основаниях. То есть я хотел бы поинтересоваться, есть ли какие-то идеи, какие-то, может быть, варианты решения этой проблемы? Ну, насколько я знаю из своей практики, никаких отметок в паспорте абхазские пограничники не ставят. Это препятствует посещению Грузии только тогда, когда вы в каких-то открытых источниках и соцсетях рекламируете то, что вы были в Абхазии. Тут скорее такой вопрос больше информационный. Но я согласен, что вопрос взаимного признания документов, юридических форм, норм, он ключевой, потому что я знаю, что вот когда мы обсуждаем, допустим, инвестиции в Республике Абхазия, есть нюансы, связанные, допустим, с собственностью, да? Собственностью на землю то же самое. Да? И вот эти вещи, анализ общих моментов и моментов расхождения в юридической базе, он, конечно, требует определенной проработки. То есть если мы говорим про интенсификацию экономического сотрудничества, про привлечение инвестиций, допустим, белорусских в Республику Абхазия, нужно понимать, с какими проблемами мы можем столкнуться и как их нужно решать. То есть нужен такой тщательный анализ юридической правовой базы. Потому что сейчас, я понимаю, многое происходит где-то на ощупь, отдельные бизнесмены или структуры ищут какие-то варианты. Но если мы говорим о системном государственном подходе, то здесь нужно проанализировать правовую базу и эти все моменты отметить для того, чтобы их решать. Плюс, я так понимаю, что вот если мы говорим про сотрудничество и уже есть определенные сдвиги, во всяком случае в публичной сфере, это было озвучено, мы могли бы говорить о, скажем так, сотрудничестве в интеллектуальной сфере. Я знаю, что есть определенный спрос в Абхазии на белорусское образование. Оно у нас действительно качественное, особенно в технологической, технической, медицинской сфере. Да? При этом действительно мы могли бы говорить об определенных квотах, о бесплатных квотах для обучения абхазских студентов. Эта тема, мне кажется, может быть интересной абхазской стороне. Ну и поскольку все равно весь мир движется в направлении цифровизации, я думаю, что подготовка, обучение специалистов для, допустим, обслуживания цифровой экономики, цифрового правительства, да, все эти вещи мы могли бы тоже делать в какой-то совместной кооперации. Это наш общий интерес и определенные компетенции, конечно, у Республики Беларусь есть в плане развития IT-сектора, IT-экономики, и, конечно, это могло бы представлять взаимный интерес. Спасибо, Алексей Валерьевич. Я хотел бы уточнить такой момент у наших абхазских коллег. Тут прошла у нас информация, что я с удивлением узнал, что у нас Республика Абхазия существует визовый режим. Так ли это? Потому что была информация, что распоряжением президента или указом президента Абхазии там он продлен, увеличен
по дням. Вот так нельзя ли поставить вопрос, и было бы, я думаю, правильно, все-таки, чтобы между Республикой Беларусь в перспективе был все-таки и Абхазская республика был безвизовый режим, что способствовало значительному увеличению, конечно, туристского потока. Коллеги, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо за вопрос. На самом деле у Республики Абхазия действует визовый режим по отношению практически ко всем странам. Исключением здесь выступает, конечно же, Российская Федерация, с которой мы выстраиваем стратегическое партнерство. А что касается Республики Беларусь, то действительно до недавнего времени у нас действовала норма, вернее, у нас действует закон о порядке въезда и выезда в Республику Абхазия, в соответствии с которым для граждан Беларуси предполагалась норма о безвизовом пребывании, въезде и пребывании на территории Республики Абхазия до 14 дней. Вот в ходе недавнего визита нашего президента в Минск было объявлено о принятом решении продлить срок пребывания для граждан Беларуси до 30 дней. Это было, опять-таки, сделано для того, чтобы стимулировать туристические потоки из Белоруссии, ну и также как-то способствовать налаживанию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, между представителями бизнес-сообщества, потому что если, скажем так, граждане Белоруссии планируют вести какую-то здесь деловую деятельность и активность, то им необходимо будет какое-то количество времени для того, чтобы находиться без виз, без каких-либо проблем на территории Абхазии. Если говорить о возможности отмены, полной отмены, ну, я думаю, мы поэтапно можем прийти к таким решениям, учитывая ту динамику, которая сложилась за последнее время между нашими странами. Я думаю, это будет правильное решение в правильном направлении. Мы, наверное, будем двигаться к этому. Виталий? Спасибо. Давайте тогда еще раз вернемся к вопросам экономического и торгового сотрудничества. Олег Юрьевич, может быть, у вас есть какие-то идеи? Я хотел бы сказать, что посмотрите, какие замечательные отношения между руководством наших стран. С каким теплом наш президент Александр Лукашенко встречает президента уважаемой Абхазии Аслана Джани, как они тепло общаются. И я считаю, что это тот ключевой момент, который даст все необходимые импульсы для развития отношений. Что же касается значит, наших экономических связей и всякого рода других, то, безусловно, туристический потенциал Абхазии, он очень высок. Белорусы хотят ехать туда, и в Абхазию, я это знаю, значит, не понаслышке, я общаюсь с многими людьми, мы обсуждаем, говорят, да, мы хотим, потому что у вас есть море, у вас есть горы, у вас очень красивая природа, поэтому открыть для себя этот уголок планеты прекрасный, конечно, многие очень хотят. Вот. Я знаю, что уже есть проекты инвестиционные по, значит, строительству в сфере там, туризма, санаторий. Уже идут, ну, скажем так, не разговоры, а уже потихонечку переходят к практике. Поэтому, конечно же, вот ближайший шаг это должно быть, значит, решение вопросов, правильно вы сказали, унификации таможенных документов, сертификатов, значит, ну, визовый режим вот до 30 дней, для отдыха это пока вполне себе нормально. Для бизнеса, возможно, тоже 30 дней, может быть, кто-то захочет и дольше находиться. Ну, я так понимаю, нету проблемы выехать и заехать обратно. Вот, поэтому я уверен, что все эти вопросы будут решаться, а наши люди к вам будут ехать с большим удовольствием, отдыхать. Спасибо. Спасибо, Олег Юрьевич. Я еще хотел бы тоже задать уточняющий вопрос нашим коллегам в Сухуми. Вы затронули вопрос строительства аэропорта и сказали, что это может быть какая-то ближайшая перспектива. Можно ли как-то эту перспективу обозначить? Это перспектива год, 2, 3, то есть когда вот мы уже к вам прилетим напрямую?
Ну, вопрос очень важный для нас. Мы исходим из того, что в ближайшие несколько лет этот вопрос будет решен. Есть соответствующие договоренности с инвестором, они формализуются, поэтому идет нормальный процесс переговорный. Кстати, эксперты из Беларуси тоже приезжали и помогали нам проанализировать определенные вопросы, связанные с оптимизацией деятельности Сухумского аэропорта. Мы им очень благодарны за это. А так продолжается работа с российским инвестором. Спасибо, Инна Абатович. Наша пресс-конференция подходит к своему завершению. И вот последний вопрос касается все-таки региональной безопасности в контексте специальной военной операции. Как известно, Абхазия свою безопасность обеспечивает с помощью Российской Федерации. Есть договор объединенной группировки войск. Подобный договор также присутствует между Россией и Белоруссией. Как вы считаете, в контексте региональной безопасности у нас общий контур безопасности? И если да, то будут ли контакты между Минском и Сухумом в оборонной сфере? Это очень хороший, важный вопрос. Мы с Российской Федерацией имеем соответствующие договоренности. Республика Беларусь тоже имеет договоренности с Российской Федерацией в сфере обороны, безопасности, военно-технического сотрудничества. Поэтому это один из тех вопросов, которые мы хотели бы обсуждать в рамках трехстороннего механизма. У нас один и тот же в геополитическом смысле, одни и те же оппоненты, у нас одни и те же враги. Нас с вами объединяет общая история, поэтому, на наш взгляд, необходимо выстраивать серьезные устойчивые механизмы совместной работы в этой сфере. Кстати, помимо нашей официальной программы, мы в Беларуси с президентом Абхазии посетили исторические места, связанные с нашей общей историей. Это была линия Сталина в Минске, под Минском. Это система укрепрайонов, как известно, которая строилась перед началом войны с 28-го, 29-го до 39-го года вдоль старой западной границы Советского Союза. И в рамках Белорусского военного округа крупнейший укрепрайон это был Минский. И вот мы как раз там побывали. Насколько я помню, на 2-3 недели сдержали фашистов. И это очень важный был результат на тот момент к началу войны. И когда мы вместе с белорусскими друзьями находились в этом месте, у всех на лице, у нас у всех было одно и то же написано, что нас объединяет общая история, что мы вместе, наши старшие люди вместе сражались, у нас одни герои, одни фамилии нас объединяют, это и маршал Рокоссовский, насколько я помню, родившийся в Белоруссии, маршал Тимошенко, который работал в Белоруссии. Это наши земляки Харазия, герой Советского Союза, Кантария, установивший флаг победы, знамя победы над Рейхстагом. Это все нас объединяет, и мы надеемся на то, что мы будем вместе вот в такое сложное время. Нервы у нас крепкие, поэтому уверен, что мы выйдем победителями и в этой ситуации для нас, для всех. Кстати, помимо линии Сталина мы посетили еще Беловежскую пущу, замечательный огромный национальный парк, восхитились природой, красотой, посетили то самое место, где подписывался известный документ. И тоже у нас у всех было одинаковое выражение лица, наверное, такой грусти, наверное, что ли, с которым связано это событие. Поэтому мы очень надеемся на решение наших контактов, мы полностью к этому готовы. Давайте приезжайте к нам почаще, мы с вашего разрешения будем к вам приезжать. Скоро у нас курортный сезон, который обещает быть очень активным. Мы вас всех приглашаем в Абхазию. Спасибо. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, то мы завершаем видеомост Сухум-Минск, Абхазия, Беларусь, активация сотрудничества в меняющемся мире.
Я благодарю наших гостей, что нашли время принять участие в нашем мероприятии. До новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Большое.